Да, вот речь о том, что заказчик говорит, что не знает, чего хочет, он обращается к профессионалам. Фактически я о том же говорю, потому что заказчику не важно, как будет вестись разработка, он хочет получить результат. У него есть другие совершенно бизнес-задачи. Он думает о том, как больше продать, не знаю, рельсов за Урал или еще о чем-то. А нам важно дать ему результат, который поможет ему это делать. И он не хочет вникать. И вот здесь, чтобы не обжечься, надо понимать, что этот заказчик бывает довольно хитрый. И он готов тоже сэкономить каждую копеечку себе. Ну, о чем я говорил. Он может взять с вами сделать ТЗ как с профессионалами, а потом пойти и обратиться к какому-то непрофессионалу, который по этому ТЗ сделает ему работу дешевле. Вот и я даже скажу больше, что заказчик часто не понимает этой разницы между качественным разработчиком и некачественным. Ну, ему не видно. Потому что тот, который летал, он может еще лучше себя зарисовать иногда. Это вот тоже об этом говорилось на предыдущих докладах, что у нас IQ-то высокий, да, вот именно уровень коммуникации, да, он дотягивает. А вот те, кто летал, у них, видимо, совершенно другое расположение этих элементов. И они по коммуникации могут себя хорошо продать, а хороший результат могут дать редко. Поэтому у нас на рынке, ну, вы сами знаете, сколько сейчас хороших, например, сайтов. Еще какие-то есть варианты на репетаторе? Да, Роман. Больше, может быть, вы на него уже ответили. Скажите, а если у вас вот вы начинаете делать, и тут вы вдруг понимаете, что бах, у вас стоимость разработки неожиданно увеличивается там в 3 раза, да? Что вы говорите заказчику? Что мы говорим, что стоимость разработки увеличилась в 3 раза. И дальше. Звоним и говорим, бах, стоимость разработки увеличилась, что же делать? Будем увеличивать стоимость, которую вы нам платите. А если нет, значит, будем сокращать ТЗ. Но это уже, опять же, идет игра с тем ТЗ, который подписан заказчиком. Если оно, если оно такое, которое более дорогое, входит в рамки того, которое мы подписали заранее, это намного труднее решается, конечно. Ну, то есть, он говорит, это ваша проблема, ребята, там, то, что вы мне посчитали, что я вас хрен так не будет работать, да, например? Очень часто заказчики говорят. И вы в итоге? Ну, здесь больше, наверное, вопрос опытности вот именно по продаже. Лучше сначала определить, да и предугадать. И написать, вот, допустим, продажник ТЗ написать, что вот не учитывая того, что я вас приду не сработает. Да. У меня такой вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Поскольку вы вебом занимаетесь, вам должна быть знакома эта проблема, а самая неформативная часть веб-сайта – это дизайн. Заказчик заказывает дизайн, ему делается дизайн, и он говорит, мне это не нравится, я хотел совсем по-другому. Вы делаете второй дизайн совсем по-другому, мне это тоже не нравится. В принципе, как вы это работаете? Да, ну здесь мы маленько перескочили, я говорил про этап, да, вы помните. Больше относится к разработке дизайна, наверное. Я могу перескочить, но, кстати, здесь есть даже изображение, которое символизирует, я тех, кто не видел. То есть есть какая-то идея, мы пытаемся ее продвинуть, сделать это хорошо, а он постоянно. Вот про это, да? Что, ну, допустим, мы как с этим работаем, мы в договоре прописываем количество итераций по дизайну. И пишем, что если будет больше, чем 2 итерации, то клиент будет за это дополнительно платить. Но на самом деле, опять же, все зависит от адекватности заказчика. Я, допустим, стараюсь так вести дела, чтобы с неадекватными заказчиками как можно меньше работать. Потому что они, свои мысли ставят выше, чем мысли профессионалов, например. И они могут в итоге получить совершенно не то, на что они рассчитывают. И не остаться довольными, не остаться лояльными, не работать с нами больше. Как это выглядит? Неадекватность заказчика определяется на момент сдачи дизайна? Нет, на момент продажи. Я стараюсь так работать с менеджерами по продажам, так, чтобы они сами могли определить, сколько заказчиков платят. И когда они делают оценку, это тоже на самом деле видно. То есть даже вот, когда мне приносят такие большие внутренние ТЗ на 35 страниц, посчитав, можно уже с опытом определить, будет ли заказчик мучить или нет. Некоторые заказчики, у меня есть один заказчик, с которым я работаю уже полгода, он сам сказал, мы будем очень долго утверждать дизайн, мы будем каждому пикселю придираться. Мы заложили больше стоимости, заложили договор больше доработок и все условились. Самое важное это предугадать. Если вы вдруг хотя бы не подумаете о том, что такое может случиться,
это может вылиться потом в большие проблемы. Это классическая ситуация, потому что дизайн наименее формализуемая часть. Нет, я считаю, что сейчас, по крайней мере, научились дизайн формализовывать. И тут есть еще руководители других студий, ну, если вы говорите про веб. Мы там дальше в коридоре сможем вам рассказать, как это делается. На самом деле сейчас очень легко формализовать. Не проблема, да. Вот Роман тоже говорит, что это совершенно не проблема формализовать дизайн. Так, дальше давайте посмотрим. У меня даже есть бумажка какая-то по этим пунктам. Я тут писал себе, о чем я хотел бы вам рассказать. Вот разбор требований на стадии проектирования. На стадии проектирования проблема возникает с тем, что очень трудно учесть вот на этапе проектирования все эти тонкости, которые заказчик хочет заложить в проект. То есть очень трудно построить даже готовый прототип того продукта, который он хочет увидеть, потому что он сам еще не понимает, и он сможет это понять, ну, вот как вы говорите, только либо после получения дизайна, например, он скажет, да нет, здесь не надо столько кнопок. Или после того, как уже увидит готовый продукт, он может сказать, да нет, эта функциональность совсем ни к чему, мне нужна совершенно другая. Как с ней работать, как мы с ней работаем? Мы стараемся больше применять итеративный подход и дорабатывать прототип с каждой итерации продукции. То есть, если какие-то корректировки внесены, мы стараемся их заранее обозначить и так поменять ход проекта, чтобы как можно меньше времени на это потратить. Ну и опять же, в договоре предусмотреть желательно какие все вариации. Шаг влево, шаг вправо, если вы предусмотрите, то это ни в коем случае не помешает. Какие-то, может быть, еще есть проблемы на стадии проектирования? Давайте участвовать. Разработчики. У вас вообще нет проблем, я смотрю. У одного Романа проблемы. У меня вопрос вот такой. Сколько вы примерно закладываете, да, то есть вот вы смотрите на проект, вы думаете, да, ну, скажем так, мы сделаем вот там столько-то, клиентская цена вот столько, и смотрите на проект и понимаете, а вот здесь, например, у нас будут сложности, да, сколько примерно процентов вы... Риски, да? Да, проценты на риск, то есть после этапа проектирования. Понятно, что до этапа это предварительная смета, да. После этапа проектирования это финальная смета, которая уже сложно двигаться. На самом деле мы всегда стараемся финальную смету так, чтобы, сделать так, чтобы она не отличалась от предварительной. Поэтому мы на предварительной заранее закладываем 10-20% в зависимости от того, какой проект, от общей стоимости на риски. Если вдруг получается, что после этапа проектирования мы понимаем, что даже 20% не хватит, ну, как сказали, кто-то сказал из зала, что в 3 раза увеличится стоимость разработки. Да, Роман. Тогда мы звоним клиенту и говорим, мы что поторопились, давайте либо делаем вот по этому уже окончательной смете, либо давайте как-то сокращать вот это вот все спроектировано. Да, пожалуйста. Роман, передай микрофон, будь добр. Исполнителя конкретного программиста вы видите? Это разработки, естественно. Здесь работает менеджер продаж в основном. Здесь работает проектировщик. Ну, у нас он называется архитектор. Здесь работает там дизайнер, программист, верстальщик, все остальные. Тестирование, работает отдел тестирования. Все разделено. А знаете, как мы сейчас выходим из этой ситуации? У нас все проектировщики ходят к программистам, да. Нет, они не являются, они ходят к ним. То есть мы устраиваем общую планерку, и проектировщики говорят, я вот здесь сомневаюсь, скажи, сколько это будет делать. И это помогает. Потому что проектировщики, все эти архитекторы, все равно у них нет такого довольно глубокого уровня знаний, они оценивают более-менее поверхностно. И у меня очень часто разработчики жаловались, что мы там что-то напроектировали, а нам это делать. И самая большая проблема, наверное, которую я за последнее время разбирал, я вам расскажу сейчас, это когда у меня разработчики говорили, что им самим приходится заниматься проектированием. То есть до них доходит еще не допроектированный проект. Ну, такой, это структура, которая еще непонятно, как будет выглядеть. И разработчики сидят и думают, что, как здесь реализовывать. Потому что в ТЗ пункт есть, а на прототипе его нет. Вот сейчас получилось этого избежать тем, что мы вот каждую итерацию внесли
Потому что вот, даже бывает, когда